Могут ли собственники не перечислять взносы в общий котел в фонд капитального ремонта, а копить средства на капитальный ремонт своего дома на специально созданном счете? Могут. Для этого собственники помещений на общем собрании должны принять решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Кроме того, на этом же общем собрании необходимо принять решение о размере минимального взноса, который собственники будут перечислять на данный специальный счет, о владельце спецсчета и о кредитной организации, в которой этот спецсчет будет открыт. Протокол общего собрания в течение 5 рабочих дней должен быть направлен в фонд капитального ремонта. Какие преимущества дает способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете? При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете собственники сами организовывают весь процесс капитального ремонта дома. От планирования видов и сроков выполнения работ до выбора подрядной организации, определения материалов, с помощью которых будет делаться этот капитальный ремонт, и осуществляют контроль за ходом выполнения работ. Какой размер взноса может быть установлен при формировании фонда капремонта на специальном счете? Собственники помещений могут установить любой размер взноса, исходя из того, какие работы и в какие сроки они планируют выполнить. Единственное ограничение – размер взноса не должен быть ниже утвержденного субъектом Российской Федерации для конкретного муниципального образования. Что будет со средствами, которые были ранее перечислены собственниками данного МКД в фонд капитального ремонта? Все средства, перечисленные собственниками данного многоквартирного дома в фонд капитального ремонта, через год будут перечислены на специальный счет данного дома. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формирования фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 1 год после направления региональному оператору решения общего собрания. Главное. Собственники могут накопить средства на капитальный ремонт своего дома на специально созданном счете. Для этого необходимо провести общее собрание и принять решение о формировании фонда капремонта на специальном счете, о размере взноса на капитальный ремонт, который будет взиматься с собственников многоквартирного дома, о владельце специального счета, о кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Протокол о принятых решениях необходимо в течение 5 рабочих дней направить в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Собственники могут установить любой размер взноса, исходя из того, какие работы по капитальному ремонту и в какие сроки они планируют произвести в своем доме. Размер взноса должен быть не ниже минимального взноса, установленного правительством субъекта. Региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми, реализуемой до 2044 года, включено 7225 многоквартирных домов. 532 из них формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Собственники помещений многоквартирного дома номер 34 по улице Первомайская города Сыктывкар накапливают средства на капитальный ремонт на специальном счете. В начале 2015 года мы провели собрание собственников жилья, на котором решили, что деньги на капитальный ремонт будем переводить на свой счет. На сегодняшний день мы собрали 350 тысяч рублей, из которых было потрачено 130 в 2017 году на ремонт системы водоснабжения и замены бойлера. Проблем на сегодняшний день нету. Собираемость денежных средств своевременно. Жильцы понимают, что эти деньги пойдут на капитальный ремонт их дома.